Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться на нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в багатьох країнах світу. І зараз ми будемо розмовляти про регіон, який, ну, нібито він не дуже близько, хоча географічно від Криму то взагалі там майже нічого немає через море, але Крим тимчасово окупований, але це все одно не заважає нам вважати сусідами людей, які живуть у Грузії, Саакартвело, у Вірменії та в Азербайджані. І ну і так само і Туреччина, все близько. І фахівцем, експертом з подій, взагалі експертом з політики в цьому регіоні є мій старий товариш. Він із Тбілісі, і звати його, ви, напевно, вже здогадалися, Гела Васадзе. Селям алейкум, Гела. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Приветствую, Эдер, рад тебя видеть. Слава Украине. Смерть врагам, но, к сожалению, у нас происходят трагические события, которые затронули регион, в котором ты живешь. Это регион, я сразу почему-то вспомнил 88-й год, землетрясение еще в советском Закавказье, как тогда звали, да. Вообще интересно, придумали название Прибалтика, Закавказье. То есть всем давали и клички, и как бы метили такими кусками империи, но мы сейчас не про это, а про то, что землетрясение, наверное, вот второе по такой тяжести по силе случилось в Турецкой Республике. Мы соболезнуем всем погибшим, мы не кацапы. В первый же день, кстати, Гела, знаешь, мне сообщили из Русского рейха, из этой якобы великой страны культуры, литературы и всех прочих, так сказать, прекрасных тем, что там отмечают люди на работе, в трудовых коллективах, ну, в телеграм-каналах, в ютубах, там, в фейсбуках, радуются смертям в Турции. Это вам за байрактары, это вам за то, что вы не признаете Крым, это вам за это вам за то. Вот такие настроения царят у антилюдей в антимире. Да? А у тебя я хочу спросить, какие настроения, пока с этой темы начнем, в Саакартвело, как трясло ли ваш регион, дошло ли до вас это, и вообще что это такое, каким последствиям социально-экономическим, политическим, может быть, может это привести, потому что я вот, например, слышал о том, что произошло такое потепление некоторое. Там американофобия такая серьезная в Турции, из-за русской пропаганды в том числе. Но вот Америка сильно помогает сейчас, и отношение тоже чуть-чуть меняется в обществе. Может быть, и что-то другое происходит, чего я не вижу. Поэтому вот с этой темы, конечно же, начнем. С темы трагедии. И погибших уже там в районе 15 тысяч людей, только погибших. Это просто, конечно, ужас и вечная память и соболезнования всем. Ну, конечно же, соболезнования родным и близким погибших. Пусть Всевышний примет их души. Боюсь, что 15 тысяч – это далеко не предел. Боюсь, что, учитывая масштабы землетрясения, будет гораздо больше. Возможно, даже в 2 раза больше, а то и больше. Но не хочется об этом думать. Хочется, чтобы было как можно меньше, но будем реалистами, это кошмар. Кошмар, который мы видели, что дома складываются буквально на глазах. И знаешь, сразу же, чтобы избежать спекуляций, очень многие начали говорить о турецких строителях, очень многие начали говорить о турецких нормах. Тофик Зульфугаров, это бывший министр иностранных дел Азербайджана, он будет у меня сегодня на канале. Он мне сказал такую вещь: Гела, да, может быть, там какие-то нормы были слишком либеральные у турецких строителей, но не выдержала удара Римская крепость, которая стояла 2 тысячелетия. Она в Газиантепе, она разрушилась. Можно себе представить, какой силы было землетрясение. Конечно же, ну, аналогов этого землетрясения. Сейчас говорят о землетрясении 1939 года. Оно было таким же по масштабам.
Ну, все помнят Чили, все помнят Ташкент. На нашей памяти землетрясение в Армении, страшное землетрясение. Но все эти землетрясения, они были локальными. То есть Чили – это Сантьяго, Ташкент – это Ташкент и прилегающие территории. Даже в Армении сильнейшее землетрясение, которое унесло более 20 тысяч жизней, это было, вот такой был удар Спитак, Ленинакан тогда, сейчас Гюмри, и там были в основном разрушения, но вот в Ереване, например, слава богу, тогда разрушений не было. Здесь же география огромная, захвачена еще часть Сирии, не будем забывать, в Сирии тоже жертвы, меньший масштаб, но в Сирии сейчас около 3000 жертв. Не, но и Тоже Сирии ужас. еще тяжелее считать, извини, пожалуйста, там война, и там Да, в кто еще Сирии там посчитал, сколько там будет в итоге, да. сложно еще и считать, к тому же, то есть там фактически нет государства, потому что режим Асада – это не государство, это режим именно, который уже вне закона у многих стран. И вот тут как раз-таки, еще раз говорю, жалко всех, человеческая трагедия у всех, но очень важно понимать, как важно быть частью цивилизованного сообщества. Вот то, что мы видим сегодня, ну просто сравнить несравнимое. Конечно же, Сирии тоже будут помогать, естественно, тоже будут помогать. Но Сирии невозможно помочь. То есть, например, вот Грузия, может быть, и хотела бы оказать помощь Сирии, тоже послать спасателей, хотя наши все спасатели уже давно в Турции. Но часть спасателей мы бы могли бы послать и в Сирию, но с Сирией у нас нет дипломатических отношений. Сирийцы признали Абхазию, Южную Осетию и Крым. И поэтому просто коммуникации никак, не потому, что там мы вот вы признали, поэтому мы не пошлем. Коммуникации никакой нет. Нету никаких каналов коммуникации и так далее. Конечно же, это все очень печально. И это, конечно же, будет иметь последствия. Но вот тут, как говорится, последствия они могут быть разными. Во-первых, конечно же, то, что разрушена такая обширная территория, а сразу же скажу, чтобы наши недруги не радовались, трубопроводы не пострадали. Никаких перебоев в снабжении Европы газом и нефтью не предвидится. Был закрыт, я сейчас не знаю, может уже и открыли, порт Джейхан, но он был закрыт не потому, что там что-то пострадало, там был пожар, на контейнеры загорелись, но он был закрыт прежде всего из-за волнений на море. В чем был ужас всего этого землетрясения? Был первый удар очень сильный. И авторшок, так называемый, второй удар, был тоже не менее сильным. То есть те дома, которые устояли, причем был через несколько часов, и те дома, которые устояли при первом ударе, они сложились при втором. Уже была нарушена их устойчивость, они сложились при втором. Но трубопроводы не пострадали, и не пострадала вообще энергетическая инфраструктура Турции не пострадала, поэтому южно-газовый коридор Баку, Тбилиси, Джейхан – это то, что почему Европа снабжается нефтью и газом. Они работают в штатном режиме. Еще раз говорю, в Джейхане из-за того, что было серьезное волнение на море, была приостановлена работа порта Джейхан. Теперь, что касается дальнейших последствий. Мы знаем, что в Турции выборы. В мае тяжелейшие выборы, очень тяжелые выборы. Какие 6 выборы, партий. поясни, пожалуйста, парламентские, да. А там нет, там не только там парламентско-президентские выборы, там и парламентские и президентские выборы. И еще совсем недавно казалось, что, в общем-то, Эрдоган, скорее всего, проиграет на этих выборах. Что касается президентских выборов, сейчас Эрдоган вернул позиции, абсолютно. Сейчас достаточно в динамике пока неизвестен лидер. Но если лидером будет Кылычдароглу, то есть лидер кемалистов, там 6 партий выдвигают одного кандидата, то можно смело прогнозировать, что Эрдоган опять побеждает, потому что Кылычдароглу – это человек, который постоянно проигрывает выборы. Просто. Вот. Роль у него такая – проигрывать выборы. А что касается вот парламентских выборов, вот тут далеко не все ясно. Потому что вот эта коалиция из 6 партий, она вполне может набрать большинство. Ну и нужно хорошо понимать очень большой градус политической борьбы сейчас в Турции. И на фоне, конечно же, на фоне трагедии все объединятся. Но все, я вот читал турецкие газеты, причем оппозиционные и проэрдогановские и так далее, все твердят одно и то же, что сейчас надежда на государство. Сейчас государство должно себя проявить. То есть надо хорошо понимать, что роль государства в Турции, она огромная.
И турки реально, граждане Турции, надеются на свое государство. Насколько эффективно будет государство вот в преодолении последствий этого землетрясения, вот Мгм. сейчас, в частности, в спасательных работах и так далее, насколько к этому государству не будут меньше претензий, и насколько это будет воспринято обществом, от этого зависит судьба выборов, в общем-то. И все это понимают, и все прекрасно понимают, все оппозиционные партии, тут тоже очень хорошо нужно понимать, понимают, что сейчас играть на чувствах людей и говорить о том, что вот, смотрите, Эрдоган там или Ак-партия, они плохие и так далее, ни в коем случае нельзя. Сейчас Турция, вот в данный момент Турция действительно едина, и у нее одна цель. Каким-то образом, всеми силами ликвидировать последствия, минимизировать последствия той страшной беды, которая случилась. Это нужно хорошо понимать. Причем, смотрите, землетрясение случилось ведь где? Землетрясение случилось в районах, прилегающих к Сирии. Землетрясение случилось в районах, которые населены в основном курдами. Землетрясение случилось там, где в основном голосовали за... Эта партия не входит в коалицию. Это, ну, ее обычно называют курдской партией. В какой-то период она считалась либеральной партией. Но сейчас все больше и больше национальные черты она приобретает. Опять-таки курдская партия. Далеко не все курды, кстати, голосуют за эту партию, но тем не менее достаточно серьезная. Они в парламенте, все и так далее. И вот этот момент тоже очень важен. Интересно, очень интересно, как будут голосовать вот эти регионы сейчас. Потому что понятно, что да, конечно же, надежда на сильное государство и вера в то, что сильное государство их защитит. И, кстати, вот этот момент, конечно же, у турок есть, и то этот момент может стать тем спасительным кругом, который, в общем-то, позволит минимизировать в общем и в целом шок нации от того, что произошло. А это очень большой шок, понятно. Ну, там, знаешь, какие вещи происходят? Вот я только что узнал, что там была история с тем, как компания Skylink, Starlink, Маск, я просто не люблю этого человека, но, понятно, его бизнес, да, вот этот старлинковский спутниковый интернет, предложила помощь пострадавшим регионам, где пропала связь. Ну, понятно почему. Ну вот, так там местные вот эти компании большие, они гордо отказались, сказали, что у нас нет проблем. Так турки, которые реально знают, что происходит, устроили акцию под названием Ask Again. Попроси еще Да, раз, да, простите. да, Ну, потому это, что, ну, да. такая тоже история, да. Такие вещи происходят везде, такие вещи будут происходить. Я же говорю, люди находятся в шоке. В то же самое время те же компании крупные, и нужно понимать устройство турецкого общества вообще. Оно ведь очень не похоже на то, к чему мы привыкли в той же Европе, и оно очень не похоже в то же самое время к тому, что мы видим тех, кто знает специалисты по Ближнему Востоку. Да и Это на постсовок тоже не похоже. и Это на вот, постсовок тоже не да. похожи, да, абсолютно. Поэтому здесь нужно понимать роль компаний, и насколько они весомые в данном случае их слова. Почему они отказываются? Ну, я допускаю то, что компании оперативно восстановили связь. Это я Я тоже даже, знаешь, допускаю. не хочу в это углубляться. Я просто про то, что действительно, Да. но и Реджеп Таyyip Эрдоган, он, в общем-то, и стал популярным и многократно избранным благодаря тому, что он давал туркам, ну или пытался дать там ощущение сильной руки, сильной власти, отца нации такого, да. Вот, и сейчас момент как раз того, когда Это вот, краш-тест. да, краш-тест, да. Это Страшный, краш-тест, конечно. страшный, страшный тест, конечно. Мы не будем даже в эту политику углубляться, по-всякому может быть. И это пусть турецкие граждане все решают. Да, поэтому, ну, тут просто трагедия и все. Просто, но я имею в виду, что политические позиции Турции, я думаю, все-таки не ослабнут в любом случае в регионе. Да. Политически позиция Турции не осталась. Более того, я думаю, что ну вот еще раз говорю, что я всегда подчеркиваю, когда говорю об этой страшной трагедии, конечно же, это прежде всего люди, это, конечно же, то, что погибло много людей и так далее, но в то же самое время
Ну, давайте не будем забывать про такую вещь, что любая катастрофа, любое разрушение – это еще и драйвер того, что потом же это нужно будет восстанавливать. Это придут деньги, это будут задействованы ресурсы, это будет задействована рабочая сила и так далее. То есть это всплеск экономики, так или иначе. Ну, Будет. смотри, и главное, что застраховаться от этого невозможно, чтобы такой мощности, ну, сдвиг на 3 метра, но тогда только жить в бумажных домах с соломенной крышей одноэтажных, и только тогда, возможно, ты останешься гарантированным. Может быть, когда-нибудь человечество изобретет такие, ну, композитные материалы, еще что-то, которые будут устойчивы к таким вещам. Скорее всего, когда-нибудь это будет. Но вот в наше время, да, даже в наше время при нынешних технологиях это невозможно. Поэтому, ну, винить кого-нибудь ни в коем случае здесь было бы просто аморально, на мой взгляд. Но я к тому говорю, что действительно это будет действительно мощный драйвер для экономики, потому что разрушения действительно чудовищные, а значит огромные будут масштабы и восстановления. Восстановление будет, в этом можно не сомневаться. У Турции есть, во-первых, и свои ресурсы, и, во-вторых, действительно весь мир. И тут нужно сказать очень важную вещь. Вот ты сказал про тех, которые отвечали, но это уроды конченые. Но в то же самое время мы видим, как весь мир откликнулся на беду Турции. Это факт. Я, если бы неделю назад спросил бы у кого бы то ни было, даже у тебя, что должно произойти, чтобы на государственном канале греческого телевидения звучала периодически песня «Я люблю тебя, Турция», наверное, все бы пожали бы плечами и сказали бы, ну, не знаем. А это есть. Ну, кроме греческих спасателей, да, есть кадры греческих спасателей. А как реагирует Армения, вот интересно, ты видел? Армения послала тоже, в Армении тоже по-разному реагируют. Есть, конечно, есть уроды. Да, понятно. Конечно же, есть уроды, естественно, что есть уроды, но вот из того, что я вижу, подавляющее большинство людей реагируют так, как положено, как Но им они нужно. пережили то же самое, И да. Армения послала спасателей тоже. Небольшой отряд спасателей. Армения, понятно, что это как бы символический жест, но это очень важный жест. Это важный жест человечности. Конечно, конечно. Сколько бы они ни Поэтому спасли людей, это однозначно. И Турция их приняла, да, все да, нормально. Турция приняла, и, ну, конечно, приняла, и армянские спасатели, да, спасают жизни турецких детей, турецких граждан, которые оказались под завалами. Я думаю, что вот такие вещи, конечно же, жуткая трагедия, но я думаю, что вот такие вещи, они очень важны для понимания. Это не отменит ни войны, это не отменит ни конфликты, это ничего не отменит, нет. Но они важны для понимания того, что мы прежде всего люди, а потом уже кто-то другой. И что эта планета на самом деле такая маленькая. И что когда Да. Путин, который, кстати, тоже послал и первым там чуть ли позвонил Эрдогану, послал спасателей, там он имеет такие возможности, да, у них МЧС военизированная, большая структура и так далее, да, когда он говорит или его рты говорят про ядерную войну, вот это не ядерная война, это землетрясение и такое количество жертв. О какой ядерной войне ты, маньяк, рассуждаешь? О каких ядерных взрывах, о чем ты вообще говоришь, да? То есть как бы это еще и Европа и мир как бы немножко в сознание должно привести, что нельзя даже говорить об этом, поднимать разговор. То есть разговор об этом это разговор сумасшедших. Вот. А теперь я хочу перейти к твоей стране. Сакартвело, Грузия, ну вот в Литве все называют уже Сакартвело, и я хочу брать в этом пример с литовцев. Тебе приятно, когда я так говорю? Ты знаешь, честно говоря, ну, Саакартвело так Саакартвело, но можно и Грузия. И я не испытываю дискомфорта от названий. Но в Это... принципе Сакартвело это автентичнее, да, это правильнее. О, Саакартвело это само название, да. Но это то же самое, что если мы сейчас будем говорить не Германия, а Deutschland, например. Ну, немцам, наверное, приятнее. Или Ля Франс, говоря о французах, там, Great Britain, говоря о О, это значит, Великобритании. что Турция же не так давно официально изменила название. А у Теперь, них, да. у них немножко по-другому. Почему они изменили название? Потому что так как называют Турцию, это слово синоним индюшки. Ну да, ну и поэтому тоже как бы И повод. поэтому они Да. сказали, что, ребята, называйте нас не индюшка, а Туркия.
Ну да, Туркия, да. Ну хотя бы Да, не потому что, ну, Тюркия, а хотя бы Туркия, да. как бы индюшкой называть страну. э, Но Хотя, ну, еще раз говорю, про ну, Джорджию, про Грузию я тогда скажу, что все-таки Саакартвело лучше тогда в том плане, что есть еще но, государство, штат Джорджия в Америке. да, но Грузия это не русское название. Это название, оно еще из персидского идет А, Гурджистан, Гюргистан. Грузия это страна волков. Так а это персы не от называли. Георгии, это не Георгистан, Нет, Грузия. нет, нет. Грузия это более старое название. Гюрджистан, Гургастан, страна волков. Так персы называли Грузию очень давно. Потом, соответственно, и тюрки называли Грузию также. Поэтому сказать, что Грузия это русское название, нет. Было перенято у тюрок. Интересно. Но в любом случае сейчас это всегда было Саакартвело. Это очень красивое, кстати, название. Я его вспомнил, знаешь, откуда? Из, по-моему, стихотворения, наверное, Расула Гамзатова, который был, у нее мама грузинка, по-моему, была, или может вот просто Не образ знаю. стихотворений, но Образ. стихотворение такое было: называет Саакартвело мама родину свою. Вот так. Я запомнил это на всю жизнь. Почему? Вот, и я про Грузию хочу сказать, что, ну, на самом деле мы наблюдаем, при всей нашей любви к грузинам, Грузии, к Саакартвело, мы замечаем, насколько, ну, во-первых, вот недавно я эту цифру увидел где-то в выступлении у Нона Мамалашвили, оппозиционного депутата парламента вашего, ну, и она, наверное, объективная. Прошло через вас около миллиона вот этих втекачив, как у нас их называют. Побольше. Больше миллиона, ну, Уже миллион сто тысяч, побольше. может Уже побольше, побольше. да. Но, ну, чтобы понимать, в Грузии 4 миллиона людей живет всего, да, я правильно понимаю? Даже меньше, наверное. Меньше, поменьше немного. Мгм. Вот, и прошло такое количество людей, не все они как бы сторонники независимости Грузии, не все они, там, либералы какие-нибудь там, да и либералов их мы знаем тоже, да, и пани Нона сказала, что до 10% населения Грузии на данный момент составляют люди из России, причем, ну, наверное, какую-то они проходили проверку приграничную, хотя формально ее вообще там нет, у вас законы какие-то сверхлиберальные совсем, вот они не изменились, и что въехав на территорию Грузии, житель современной России, ну, которых в Европу уже виз там не дают большинству, только по политическому беженству, да, а в Грузии такие законы, то есть Грузия это просто какой-то парк удовольствий, рай на земле. Пересек границу Грузии, на паспорте штамп поставили, не по месту жительства регистрации. Ни налогов ты можешь не платить, жить вообще как ветер там, да, покупать при этом недвижимость, арендовать недвижимость, делать все, что душе угодно, да, и, ну, мы понимаем, что в массовом порядке эти люди не плачут у памятников погибшим грузинским воинам там в 8 году и не волонтерят детям-сиротам, оставшимся там, и так далее. Они живут своей жизнью, они убежали из России от мобилизации. Ну, ладно, убежали, и бог с вами. Это действительно проблема для Грузии. И если это проблема, то насколько велик ее масштаб, нынешний и, возможно, потенциальный для безопасности Грузии, и как на это реагируют ваши власти, о которых мы тоже отдельно поговорим, потому что они тоже про Украину высказываются. Так, я бы как бы их и не трогал, это ваше внутреннее дело, но они тоже с Украиной делают связанные заявления, которые я хотел бы с тобой обсудить. Нет сейчас внутренних дел Грузии, как нет сейчас внутренних дел Украины. На самом-то деле настолько мы повязаны, но общностью исторической судьбы. Но начнем вот на ту тему, которую... Сама идея безвиза возникла в 2010 году. И тогда был безвиз для жителей северокавказских республик. То есть, ну, есть у тебя прописка, что ты живешь на Северном Кавказе. Была идея следующая, ну, когда была в свое время гражданская война в Абхазии, тогда мы знаем, что, правда, под патронажем спецслужб, и, кстати, многие из тех, кто воевали, даже не знали, что они, скажем так, им помогают спецслужбы, это был патронаж спецслужб. Ну, А северокавказцы, Шамиль Басаев со своим Шамиль отрядом Басаев знал, Шамиль Басаев знал воевал на стороне прекрасно. Абхазии. Просто, да. Я говорю о рядовых бойцах, и
даже некоторых командирах полевых тамошних северокавказцы воевали на стороне абхазов. Было такое, По сути, они воевали на стороне русского рейха. к сожалению. Правда. И была такая идея, что вот это потому, что они нас плохо знают. Потому что Тбилиси, с одной стороны, на Северном Кавказе всегда воспринимался как определенный центр Кавказа, культурно-исторический, ну и так далее и тому подобное. А с другой стороны, вот настолько были разорваны связи, что вот, значит, соответственно, мы получили то, что получили. Поэтому безвиз был введен для жителей Северного Кавказа. Потом, в 2011 году, это еще при Мишин все происходит, был введен безвиз вообще для граждан России. И тогда была политика следующая. Нулевая толерантность к российскому государству, как к оккупанту, как к агрессору, но максимальная толерантность к гражданам. Путин плохой, народ хороший. Гитлер Нет, плохой, немцы хорошие. Нет? Дело не в этом. Нет, дело не в том, кто хороший, кто плохой. Тут дело не в этом. Дело в том, что была такая идея, что чем больше граждан России приедет к нам и увидит, что мы не звери, мы не крокодилы, мы русских не едим, и мы являемся, в принципе, нормальным народом, а не тем, что, о чем говорят с телевизора, тем больше будет лояльное отношение к Грузии россиян. И, в общем-то, вот эти новые власти ничего, в принципе, не изменили. До года можно было, и сейчас можно жить в Грузии, причем это не только россиянам, и другим тоже. А потом выехал в Армению на один день. Выехал в Армению, в Турцию, в Азербайджан, куда хочешь. Выехал, заехал обратно на 2 часа. Не надо, на полчаса выехал. Заехал обратно, и у тебя отчет пошел снова. Конечно, это суперлиберальное законодательство миграционное, но тогда не было ни войны в Украине, ни аннексии Крыма, много чего тогда не было, скажем так. Много чего тогда не было. Тогда не было, честно говоря, и такого потока мигрантов. Тогда, значит, смотрели на это все, как бы, ну, Грузия, да, можно приехать как турист, но не более того. Но вообще такого не было, давай скажем, никогда, да? Просто в истории Грузии такого не было. Нет, было. Почему же не было? Было? 1917, 18, 19, 20 годы. Поток огромный, то же самое было. Угу. Один к одному все было. Ну, то есть Огромный через поток. Грузию, потом в Турцию, потом в Стамбул, потом вот Кто-то это. оставался, а кто-то Да. оставался. Ну, так же, как Кто-то жил. сейчас. 1 с лишним прошло, и сколько-то тысяч, Да. сотни, там, сколько-то осталось. Там. Да. То есть это один к одному. Эти процессы, они были уже. Они были, они описаны в воспоминаниях, в исторических источниках. Все это описано было. Кстати, удиву даешься, как это все похоже сейчас и тогда. Но что, когда начался первый поток мигрантов из России, которые начали уже жить в Грузии, может, это кому-нибудь покажется странным, а мне нет. С 2014 года. С 2014 года начинают приезжать 3 категории на самом-то деле. Граждан, первая категория – это то, что мой друг Владимир Копчак называет православными айтишниками. То есть те, которые работают на удаленке. Вторая категория – это те, которые сдают квартиры в Москве, в Питере. И они, сдавая квартиры в Москве, в Питере, безбедно живут в Грузии. Фактически рантье. Кстати, вот эта категория сейчас пострадала больше всего, и часть из нее вынуждена была уехать, потому что уже цены на аренду квартиры здесь и значит, сдавать квартиру в Питере и в Москве. Если у тебя 2 квартиры, то еще можно жить. А так в Москве, в той же Что-то ты как-то сдаешь. пытаюсь заплакать, слезы не наворачиваются. Но Не наворачивается. Да. И третья категория – это те предприниматели, мелкий бизнес, которые слышали, что в Грузии хорошие налоги, типа того, либеральная среда. Ну, действительно, по сравнению с Россией, в Грузии либеральная экономическая среда. И налоги у нас низкие. И они открывали всякие маленькие кафешки, мелкий бизнес и так далее. Кстати, тогда же из Украины часть начала приезжать. То есть Грузия стала таким местом удобным для жизни, с хорошим климатом и так далее. Но это было, да, уже были десятки тысяч, кстати. Уже были десятки тысяч, но в силу того, что это было растянуто по времени, их не особо было видно, потому что не было так много. Ну вот как-то вот, да, какое-то комьюнити уже тогда образовалось.
Так что вот эти потоки, февральские и особенно сентябрьские, они наложились на то, что уже тогда облюбовано было, что называется, прикормлено место. Теперь смотрим, что происходит сейчас. Сейчас действительно демографически достаточно серьезная проблема. Потому что подавляющее большинство, релоканты их называют еще, ну вот О, мигранты, релоканты. Я же говорю, они любят все релоканты красивое, там, и так аликанты, далее. Да? релоканты, вот это все. Я не вижу у них особого желания интегрироваться в грузинское общество. Нет, есть часть, которая учит язык, интересуется культурой, хочет сопричастными, но в общем-то создают свои банды, такие свои. Окей? Это очень похоже на Чайна-тауны, похоже на итальянские какие-то кварталы вот и так далее, замкнутые общества. Но дело в том, что Чайна-таун в США, в Нью-Йорке, это какой процент населения? Или Ну там да, итальянские да. кварталы и так далее. А здесь уже явный дисбаланс. Кроме всего прочего, у нас же безвиз с Европой. И очень многие молодые люди, грузины, не видят перспектив в стране и уезжают. Мгм. То есть происходит процесс замещения молодого населения. Вот меня, например, очень трудно сейчас заместить. Я, конечно, все может случиться, не дай бог, и я тоже могу быть вынужденным уехать из Грузии, но меня трудно сдвинуть с места. Ну, а молодежи, в принципе, почему бы и нет, без виз можно поехать в Европу, попытать счастье. Кто-то едет учиться и потом смотрит, стоит ли сюда возвращаться или нет. Многие делают выводы, что не стоит и так далее и тому подобное. Самое печальное, что ведь будет расти это количество, боюсь, потому что это на этом не остановится. И что будет в итоге? Нет, понятно, что есть, как бы, стакан не бывает только полностью полным или только полностью пустым. Так не бывает. Даже речь не идет о пропорциях. Понятно, что они привезли с собой деньги. Про деньги мы еще скажем, это отдельная тема. Понятно, что эти тоже привезли свои деньги. Понятно, что многие работают на удаленке, соответственно, значит, зарабатывают деньги здесь и тратят их здесь. Но в итоге что получилось? В итоге получился у нас небывалый рост экономики. При Саакашвили мы только 2 года не имели двузначного роста экономики. Нет, 3 года, вру. В 2004 году это первый год. И 2008-2009 год. Я думаю, понятно почему. Мгм. В остальное время все время был двузначный рост экономики. Причем двузначный рост экономики был в условиях. Россия объявила экономическую блокаду, Россия объявила транспортную блокаду, Россия, значит, взорвала газопровод и лишила нас энергоресурсов, ну и так далее. То все равно экономика росла двузначно. Впервые за все время правления грузинской мечты показан двузначный рост экономики. За счет чего, я думаю, не надо объяснять, но они ходят гордые до невозможности. Есть печальное во всей этой статистике. Ты знаешь что? По уровню поддержки Украины, я это говорю не потому, что хочу похвастаться чем-то и так далее. Я думаю, что Грузия, она на уровень поддержки Украины в Грузии, это на уровне Польши и Литвы. В других странах такой поддержки Украины нет. Это я точно знаю. Но в то же самое время люди есть люди. И когда им с телевизора говорит власть, что, ребята, вот смотрите, да, вы любите Украину, да, вы плачете по Украине и так далее. Но вы правда хотите, чтобы у нас было так же, как в Украине, война? Вы правда хотите, чтобы русские нас сейчас бомбили и русские танки шли на Тбилиси? А ведь мы не такая большая страна, как Украина. Вы правда хотите, чтобы нас раздавила Россия? А вот эта оппозиция они хотят. Мгм. Так мало того, что оппозиция. Раньше это хотела только оппозиция. Через какое-то время в парадигме властей это захотела оппозиция и Украина, украинские власти. А сейчас уже хочет оппозиция, украинские власти и Запад. При всем при этом, смотри,
Грузия продолжает оставаться членом Рамштайна, ассоциированным договор ассоциации с Европейским Союзом работает, без визы работает, свободная торговля работает и так далее и тому подобное. И вот население сидит и думает, блин, денег стало больше, экономика так или иначе закрутилась, войны нет. Да, мы поддерживаем Украину, мы любим, мы переживаем за Украину. Но вот эти наши власти, они не так уж и плохи, раз они обеспечили вот такую вещь. То есть население же не думает дальше на два хода. Когда им это еще и внушается, впервые с 2014 года по вопросам NDI 51%, это очень много, населения страны считает, что страна развивается в правильном направлении. В прошлом году было 25%. Ого. Ну, то есть, То есть, смотри, понимаешь, факторы какие? Русские деньги, война идет не с нами. и война А, идет везде. Война идет везде. Война идет в Украине, война, армяне с азербайджанцами Да, воюют. да, 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 На да. Ближнем Востоке там. А мы, у нас все спокойно. И, Островок и, стабильности. и все помнят 2008 год. Все помнят ужас 2008 года, когда никто не помогал. Мгм. Когда мы оказались одни, когда Тбилиси был на грани уже падения, как вот штурм уже должен был быть. В последний момент американцы провели военно-гуманитарную операцию и спасли Тбилиси. Но это потому, что тогда был Джордж Буш младший президент, а не Обама, который сдал бы, я уверен, Грузию на милость Путину спокойно. Ну, сейчас мы история не делит Ну, сослагательного наклонения. Крым-то он сдал как бы спокойно. Ну, нет, а потом-то была перезагрузка. Да? Потом-то Грузии, если раньше, если до 2008 года одна страна продавала Грузии оружие, и эта одна страна была Украина, то после 2008 года ни одна страна не продавала Грузии оружие. Если до 2008 года одна страна помогала модернизировать что-то, какую-то электронику, еще что-то, эта страна была Израилем. Она не поставляла свое оружие. Ну вот, например, вот были старые украинские танки, израильтяне приехали, напичкали их новой электроникой. Или там они поставили беспилотники-разведчики. Не боевые, но разведчики, да? Все, после этого, после 2008 года, все, полная Но это, эмбарго. это потому, что сначала Джордж Буш младший посмотрел в глаза Путину, а потом Обама смотрел уже Путину во все глаза практически. И все это Ни время одного, и то есть ни Медведев, одного, да, не да. то что патрона, бинокля ни одного. Все понятно. Да, Палат. я тут я понимаю, Нет, я про просто к что тому говорю, Медведев, что да. происходит. И вот народ, когда это все вспоминает, он говорит, ребята, ну да, Украине помогают, а нам кто поможет? Нам же никто тогда не помог, и сейчас никто не Ну да, поможет. типа гарантий-то никаких нет, а нас тогда И бросили. очень, Ну, это и объясняет. очень сложно Но, достучаться до народа и объяснить людям, что люди, сейчас-то самое время быть в Рамштайне, сейчас самое время включаться в эти процессы для того, чтобы потом что-то получить, какие-то гарантии безопасности. ну смотри, Гела, вот звучат такие заявления. Если что-то не соответствует действительности, факты, ты тогда скажи. Госпожа президент Грузии говорит, что частью мирного соглашения после победы Украины должно быть возвращение России оккупированных территорий Грузии. Тут как бы, если бы она сказала частью как бы возвращения России в мировое сообщество, условием было бы там возвращение, то это бы еще бы ничего так звучало. Но вот упоминание Украины, то есть за счет Украины, значит, нам вернут территории. Вы, значит, там умираете, значит, теряете все, становитесь беженцами, значит, миллионами, а нам вернут территории, потому что Россия проиграет, потому что Украина Запад. Да, короче, я бы на ее месте так не высказывался, но окей, она высказалась. Слово Украина было употреблено. Второе, как у нас информация прошла, отказ продавать, возвращать, арендовать. Давай сначала Да, разберем давай Зурабишвили, а разберем. потом уже перейдем ко Да. второму, чтобы не смешивать все. Вот смотри, на самом-то деле была высказана правильная вещь неправильным человеком в неправильном месте и неправильной форме. Да? Вот что на самом деле происходит. Потому что, конечно же, за счет Украины, а за счет кого?
Сегодня империя уничтожается за счет Украины. И это то, о чем я говорю, ты говоришь, и мы все говорим постоянно, что это наша война, потому что империя сегодня уничтожается только за счет Украины. И сегодня Украина несет на себе весь груз. Другое дело, что другие республики просто бы не вынесли бы этого груза. Это уже второй вопрос. Даже Казахстан бы не вынес с его территориями. Весь груз демонтажа вот этой страшной силы, страшного врага. Это первое. Второе. Для кого было сделано это заявление? И про что было это заявление? Это было заявление не для Украины и не про возврат территории. Я подозреваю, что ее возврат территории не очень волнует сегодня. Хотя понятно, что когда Россия проиграет, она обязательно проиграет. Конечно же, она уйдет, сама уйдет. Не надо ничего вписывать, она сама уйдет отовсюду. Когда Россия проигрывает. Конечно. А до того, как она не уходит, Россия, значит, еще не проиграла. Если русские войска где-то еще находятся, если у них нет дестабилизации, и если они продолжают оставаться империей, продолжают оставаться угрозой, в том числе и для Украины. Не, если России нет, войска не воюют и так далее, то в принципе никаких соглашений с Украиной и не нужно. Грузия войска вводит на территории свои, все. Об этом и идет речь. Так вот, про что же тогда говорила Зурабишвили? Вообще о чем идет речь? А речь идет о очень простой вещи. А это был сигнал на Запад. Про нее саму любимую. Ребята, вот эти плохие, которые, да, власти. А я тут президент, я тут ничего не решаю, но я хорошая. Ну да, тут стоит напомнить, что президентский пост в Грузии очень церемониальный. По понятным причинам, это для Бедзина Иванишвили и его формы правления Грузии было сделано. Нет, ну он вообще церемониальный. Он не просто премьер-министр. У нас парламентская республика, и президентский пост вообще не только... У нас все посты церемониальные, но президентский пост еще и формально церемониальный. Понятно. Скажем так. И, то есть, она вообще сказала не про это. Кто такая Саломе Зурабишвили? Давайте с этого начнем. Это кадровый французский дипломат, которая сделала головокружительную карьеру во французском МИДе. Она выросла в Париже в семье иммигрантов. Она работала и зампосла, и в международных организациях. Она стала послом Франции в Грузии. Кто заставил Мишу, кто ему подсказал сделать ее министром иностранных дел, я не знаю. Давай оставим ее фигуру, раз она так незначимая. У нас просто остается меньше 15 минут, поэтому лучше вот перейдем к зенитно-ракетному... Что касается зенитно-ракетного комплекса БУК. Вот это опять-таки то, что мне иногда становится обидно, что, ребят, ну вы когда делаете заявление, в данном случае уже украинские власти, вы как-то делаете заявления какие-то, вы как-нибудь поспрашиваете, да, вот вообще всю историю, чтобы вот как там Мюллер говорил в 17 мгновений весны, маленькая, говорит, ложь рождает большое недоверие. Так вот, и ошибки тоже рождают недоверие. Там речь шла о том, чтобы важно было что-то сказать, чтобы Грузия передала БУК, который в свое время Украина передала Грузии. Нет, Украина, конечно же, продала Грузии, но дело не в этом. Тут можно было сказать, мы были единственные, кто вам поставляли оружие. Ребята, дайте, и вообще БУК нафиг не нужен Украине. Из Грузии, если что-нибудь можно было потребовать, так это бронемашины, там, Дитгори и Лазик. То есть от Грузии нужно было потребовать военное участие, если, ребята, вы в Рамштайне. А если вы не в Рамштайне, что вы делаете в Рамштайне? Поставить вот так вопрос. И это было более логично. Но при всем при этом, конечно же, вот Копчак, я часто его вспоминаю, ну, Тружин. Он директор Южно-Кавказского филиала Центра конверсии армии и разоружения Украины. Так вот, он правильно говорит. Вот один патрон и 200 бронемашин Лазика. Одинаково. Политические последствия этого одинаковы. Для Грузии важно было, для Грузии как для страны, важно было, что они какие-то поставки бы делали. Но в том-то и все дело, что эти не будут делать поставки. Эти сидят в российской экосистеме. Я когда говорил постоянно о том, что вот Россия будет создавать свою экосистему, они создали эту экосистему. И, кстати, Грузия – это очень важный и очень интересный элемент этой экосистемы. Смотри, страна, у которой в Конституции написано,
евроинтеграция и евроатлантическая интеграция. Да. Страна, которая с ассоциацией, с Евросоюзом, с безвизом, со свободной торговлей и так далее. Когда говорят, что серый экспорт, не обход санкций, это серый экспорт, то есть те компании, которые напрямую не поставляют в Россию товары, идет через Грузию, там, конечно, чемпионы другие страны, но через Грузию тоже идет. И говорящая наша голова, председатель грузинской мечты Иракли Калвахидзе говорит, как вам не стыдно, на 7% всего возрос экспорт в Россию. Да, то я понимаю, что он держит нас за идиотов. Но точно так же ошибаются те, которые говорят, что посмотрите, насколько возрос экспорт из Грузии в Россию. На 7% возрос. Это ерунда. Но, ребята, а каким образом получилось так, что на 149% возрос экспорт из Грузии в Армению? А насколько возрос экспорт из Грузии в Кыргызстан и Казахстан? Понятно, да, схема? Да, конечно, понятно. Это поддержка геноцида украинского народа со стороны грузинских властей и грузинского бизнеса. Бизнеса, который и является, грузинского бизнеса, который и является грузинскими властями, потому что, уверяю тебя, чужих там не держат. Те, которые участвуют в этих схемах, чужих там не держат. И вот Ну, смотри, какая... да. Мгм. И еще один момент, у нас мало времени, поэтому я сразу же Да, его конечно. обозначу. Смотри, что для России важно? Россия действительно, Грузия как часть экосистемы, может быть, и не так уж важна. Есть гораздо более серьезные страны. Например, есть Индия, есть Китай, есть Турция. Ну, понятно, да, через которые можно проводить гораздо большие объемы. Грузия важна как символика. И Грузия важна как раздражающий фактор для Киева. То есть видно, что в Киеве реагируют болезненно. И что делает? Лавров высказывается. Что типа того, смотрите, как грузины себя хорошо ведут. Он высказывается на внутреннюю аудиторию раз. Он высказывается на тех своих союзников, которые смотрят в лес, чтобы убежать, потому что понимают, что вот они сидят прочно в экосистеме. И то есть они зацементированы там, и нужно убегать, потому что ну, просто-напросто общий рынок у них и военно-политические союзники России. И он показывает Киеву, смотрите, вот как, и всем остальным, смотрите, как ведет страна, мы оккупировали их 20% территории, а смотрите, как они себя хорошо ведут. То есть это такой пример. Понимаешь? И это ИПСО, я скажу, гораздо важнее и гораздо более, скажем так, ну, плохая штука, нежели все вот эти мелкие проводки, которые в сущности мало на что влияют. Но Вот этот знаешь, серый. Гела, это даже не ПСО, это просто показатель того, вот смотрите, вот это наши образцовые вассалы. Я не О, скажу рабы, но хорошо, пусть будут вассалы. Границы открыты, мы что хотим, то и делаем. Бизнес, дырка, подмигиваем. Подумаешь, там украинцев уничтожают, да? Ну и что, у нас там свои дела, мы не ссоримся же из-за этого по бизнесу, да? Вот, ну и так далее. То есть это вот буквально позавчера мне один умный человек сказал, ну Грузия это просто образец для русского мира. Вот так бы себя все вели. И все было бы для России прекрасно, и воевать И даже не надо. заметь, и заметь, при всем при этом, когда мне говорят, что Грузию собираются там Россия захватить, а зачем захватывать Ну, Грузию? а зачем? В таких условиях В том захватывать ее. статусе, в котором она есть. Более того, от Грузии сейчас не будут требовать даже отказаться от курса на НАТО, от курса на евроинтеграцию. Наоборот, это Да, плюс. да, Это да. нет, это То есть плюс. показатель. То есть вы, друзья мои, сегодня у нас свободные выборы. Выбирайте форму рабства, пожалуйста. Вам что, вы как любите, рабом каким быть? Вот у нас тут разные есть на кухне, там, во дворе, кто-то газон Да, стрижет, есть, кто-то которые там, просто да. на цепи сидят. А Да, а есть, которые есть, сами приходят, уходят, сами да, все дают, сами все да, делают. да, да, да. За долю малую стараются. Скажи мне, а вот зачем при всем при этом вот это садистское удовольствие от издевательств над Саакашвили? Обсуждать его как политика вообще не хочу,
Потому что, ну, суд, даже если суд в цивилизованной стране, он как-то происходит по-другому. Без истощенного человека, без вот этой всей чуши собачьей, без международного скандала. Уже Зеленский, по-моему, дважды высказался. Но он гражданин Украины, и Зеленский, как президент Украины, обязан это делать, да? И это воюющей страны президент находит время и говорит, и такое демонстративное: так, ну, простите, но мы тут в почетном рабстве, вы нам тут не указываете. Может, я неправильно это интерпретирую, но мне обидно, да, не за Саакашвили обидно, за здравый смысл, за Саакашвили гуманизм, тоже за обидно. Грузию, да. За Саакашвили Нет, тоже обидно. мне жаль как человека, потому что это Обидно за история. Саакашвили, который человек, который, в принципе, действительно создал современную Грузию. И Ну об этом да, ну то напишут есть в так учебниках относиться истории. нельзя, это скотство. Даже если вы Это судите его за сходство, что-то, конечно. судите Но смотри, по-людски. Да, я сам ломаю голову, я думаю, все ломают голову, почему вот так это нужно им делать. да. Почему? Ну, вроде бы как, проще простого Саакашвили отпустить сейчас. Тогда вообще тишь да гладь, Божья благодать. Более того, я тебе скажу, Европа при этом погладит по голове и скажет: ну, ребята, Да. но вы вот сейчас сократили поляризацию, Мгм, совсем хорошо. То мгм. есть мы даже я не удивлюсь, если они отпустят Саакашвили, что Европа даст статус кандидата. Ну да, но тогда, значит, вывод такой, что если вот это поглаживание по голове Запада не нужно, значит, там, может быть, кто-то за шею держит. Или Вот вот именно. так. Они боятся оплеухи. Той оплеухи, которую можно получить от Москвы, если освободить Саакашвили. Еще раз говорю, единственным человеком, с политическим я не исключаю, что многие простые люди там, что называется, без не политики и так далее, ему желают смерти, там ненавидят его. Но единственным человеком с политическим весом, который желает смерти Саакашвили, это не Иванишвили, это Путин. Это нужно хорошо понимать. Я даже думаю, вот нехорошо так говорить, не дай бог, но я даже думаю, что они не хотят его убивать. Они хотят его сделать инвалидом, и они его уже делают инвалидом. И вот в этом вся мерзотность вот этой ситуации. Но знаешь, сколько людей мне из либералов, в том числе и российских, и нероссийских, говорили, знаешь, какую вещь? Вот, Гел, вот ты говоришь, а все-таки вот все это, ситуация Саакашвили оставляет впечатление какого-то был фарс. Все-таки, ну не все так. Я говорю: ну, ребята, вы же видели все это. Хорошо, вы видите кадры. Человек 1,95 м, весит 69 А я тебе килограмм. Ну, отвечу, какого Гела, же фарса еще Гела, а я может тебе составлять отвечу. эта Вот ситуация? Объясни мне. С Навальным все правда, ничего не фарс. А Саакашвили все фарс. Потому что Навальный свой, а Саакашвили не свой. Вот и все. Вот и вся их психология. Печально это. Очень печально. Так И есть. знаешь, честно говоря, конечно, не то, что я, ну, чего обижаться. Умный человек не обижается, умный человек должен делать выводы. Вот Последний так. вопрос. Остается 2 минуты. Как пришло в голову и как отреагировали власти и общество на демонстрацию в защиту Навального, которая, как ты любишь говорить, правильная очень формулировка, буду использовать, произошла не в том месте, не в том форме и не в той форме, не теми людьми одновременно. Навальный призывал уничтожить Тбилиси, забомбить и захватить Грузию. Это я просто лично помню, я тогда назвал это русским фашизмом публично, находясь в Москве. И зачистить Россию, Москву от грузин, в том числе детей в школах переписывать. Частично это было сделано, несколько тысяч было депортировано, в том числе при его активной поддержке идеологической. Ну, как-то, ну, чувство вкуса, оно не всем свойственно, но мне кажется, это совсем какое-то дерьмо. Вот, ну. Отвечаю как на духу. А этого просто не заметили. Я когда тебе говорю, что они живут в своем бабле, в своем кругу в каком-то, и не соприкасаются с грузинским, то есть подавляющее большинство жителей Грузии, оппозиционно настроенных, не оппозиционно настроенных, тети Маро, профессора дяди Гиви, который в университете преподает,
Они просто об этом понятия не имеют, просто не знают. То есть, и поэтому, ну как отреагировала? Никак. Ну как можно отреагировать на то, чего не знаешь? Я понял. Руки заняты обслуживанием русских релокантов. Нет, кстати, не только тех, которые руки, у которых руки свободные, которые ругают мечту, которые все понимают, Ну, они ну, просто не знают. слава богу, Гела, хоть так, потому что, ну, им свои мозги не пришьешь, если они не понимают, что нельзя, ну, в некоторых гостях вести себя так, то мы им ничего не расскажем. К сожалению, время нашего интервью подошло к концу. Вот, Ты же знаешь, я как пионер всегда готов. я знаю, и я тоже всегда готов. И ситуация в Грузии, если что-то там будет такое происходить, всегда сам пиши, Ой, а звони. давай не надо, чтобы происходило такое, Ну, давай, я не чтобы все говорю было. по словам Ну, такой, не я не будет, имею в виду. не Да, будет все хорошо. Нет, не будет все хорошо. Я бы хотел бы быть оптимистом, но нет, не будет. я тоже согласен. Потому что, Все знаешь, скверно. никакая аморалка не приводит ни к чему хорошему. Вот и все. Вот и всё. Смотри, какая моралка, но в данном случае политическая. Давай, Да, давай, давай все-таки политическая оговоримся. аморалка. Политическая моралка не Так, приводит, все, потому дальше. что Все остальное за вообще. кадром. С нами был Гела Васадзе. Я даже тебя не представил, но тебя все и так знают. Грузинский независимый, на самом деле честный аналітик. Спасибо большое. Дякую тобі, шановний пане Гело. До нових зустрічей. Дякую всім за те, що дивитеся телеканал ТР.